Здравствуйте, Алексей Аркадьевич. Спасибо большое, что вы нашли время для государственного канала. Наверное, хочется отметить, что прошло 12 лет с того момента, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. С того момента были подписаны дипломатические отношения. На сегодняшний день как складываются российско-абхазские отношения? Добрый день. Атырдуску Апсуа Гюлар. Мне очень приятно всегда общаться с телевидением Абхазии, прежде всего государственным. Без обиды будет сказано для ваших конкурентов. Общаюсь со всеми журналистами, без исключения. Да, вы правы. Завтра исполнится 12 лет со дня признания государственной независимости и суверенитета Республики Абхазия и Республики Южная Осетия Российской Федерации. Это серьезная дата. Но не то чтобы в плане коррекции, а дипломатические отношения, как вы знаете, были установлены несколько позже, в сентябре, 9 сентября, если не ошибаюсь, 2008 года. Но это не меняет дело, поскольку за 12 лет, отвечая на ваш основной вопрос, я считаю, что нам удалось достигнуть очень многого. Прежде всего в деле государственного строительства Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Но поскольку вы представляете государственное телевидение Республики Абхазия, то, с вашего позволения, конечно, и будучи чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия, буду делать основной акцент именно на событиях, происходящих в вашей республике и в российско-абхазских отношениях. Но отмечу, что, во-первых, между нами подписано два базовых, как мы говорим, ключевых договора. Это договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 2008 года, а также договор о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. На базе этих двух договоров подписано уже более 100 секторальных, как мы их называем, соглашений. Это имеются в виду соглашения в самых различных сферах и между самыми различными ведомствами Абхазии и России. Будь то, допустим, к примеру, Министерство обороны, я считаю, что это одна из важнейших сфер нашего сотрудничества, военное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, либо будь то сотрудничество в сфере здравоохранения, которое сегодня в условиях пандемии, к сожалению, имеет также не меньшее значение ни для абхазского, ни для российского народов. У нас налажено очень хорошее внешнеполитическое сотрудничество. Мы ведем активную работу в социально-экономической сфере, в гуманитарной сфере. Вы знаете, что ежегодно Российская Федерация предоставляет определенное количество бесплатных квот для студентов из Абхазии, и мы намерены и далее не только продолжать, но и расширять эту работу. Но этот, скажем так, наиболее такие значимые сферы, безусловно, не могу не упомянуть регулярные контакты на высшем и высоком уровнях между лидерами наших государств. Это касается и президентов, и премьер-министров, и министров самых различных ведомств и министерств. В продолжение темы, наверное, хочется отметить, что у нас две главные сферы, которые взаимодействуют между государствами: военно-политическая и социально-экономическая. На сегодняшний день вы можете поделиться, может быть, такой какой-то информацией о дальнейших действиях в этой именно сфере? Но, как вы понимаете, военная сфера, безусловно, является приоритетной, но защита государства, защита народа, соответственно, требует и определенного соблюдения государственной тайны. Поэтому в какие-то слишком тонкие детали я вдаваться не буду. Скажу лишь, что для меня было очень приятно буквально вчера или позавчера посмотреть участие первой абхазской команды на международных армейских играх в Подмосковье на полигоне Валабино. Причем ваша команда танкистов в одном из заездов заняла первое место, с чем я хочу поздравить весь абхазский народ. Что касается социально-экономического содействия, то здесь мы, несмотря на, не буду скрывать, сложную финансово-экономическую ситуацию и в самой Российской Федерации, в первую очередь из-за пандемии коронавируса, мы продолжаем сегодня осуществлять самое многоплановое содействие нашим друзьям и братьям из Республики Абхазия. В первую очередь это касается программы
софинансирование работников бюджетной сферы и выплаты российских пенсий тем абхазским пенсионерам, которые являются гражданами России и имеют на это право. С начала текущего года, опять же, несмотря на, к сожалению, сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, начала реализовываться новая инвестиционная программа на 2020-2022 годы. Совсем недавно сюда приезжала довольно многочисленная делегация из Министерства экономического развития, которое, как вы знаете, заменило бывшее Министерство по делам Северного Кавказа, а также в этой делегации принимали участие представители Министерства финансов и Федерального казначейства Российской Федерации. И первые результаты, поскольку это был первый визит, я могу сказать, что довольно обнадеживающие. Обнадеживающие в первую очередь для населения и для государства Республики Абхазия. Наш товарооборот, к счастью, пандемия не сыграла существенной роли. Он в прошлом году составил более 18 миллиардов рублей, а всего сегодня на долю России в общем товарообороте Абхазии приходится более 70%. Я считаю, что это очень серьезные результаты для любых, не только, так сказать, союзнических, для любых государств мира. Вот. Но эти показатели подчеркивают именно союзнический и братский характер наших государств и народов. С 2008 года Россия проводит очень такую активную работу для того, чтобы вывести Абхазию на международный уровень, для того, чтобы в Абхазии появились новые контакты с другими странами. На сегодняшний день какая-то работа проводится именно в этой сфере? Безусловно, безусловно. Я, к сожалению, опять же, я подраскрою вам некоторые детали, но не буду вдаваться в перспективы. Вот, к примеру, у меня сложились очень хорошие отношения, я этого не скрываю, с вашим прежним и нынешним, он же был переназначен министром иностранных дел Дауром Вадимовичем Кове. На этом направлении он проводит, поверьте мне, самую активную работу во всех направлениях земного шара. К сожалению, как вы говорите, восточные соседи, Грузия, предпринимает все возможные усилия при покровительстве своих западных партнеров для того, чтобы воспрепятствовать этим планам. Но наши совместные планы, то есть МИДа России и МИДа Абхазии по расширению международного признания вашей республики, это не останавливает. Поэтому я могу сказать, что в прошлом году грузинская сторона по непонятным причинам препятствовала не только МИДу Абхазии, но даже вашим делегациям из торгово-промышленной палаты принимать участие в разного рода выставках, семинарах, фестивалях и так далее. Вот. В этом году у нас намечены определенные планы с Дауром Вадимовичем на нескольких континентах одновременно, но, опять же, в интересах нашей безопасности и расширения числа признания государств, которые признают Республику Абхазия, я не буду их сегодня раскрывать. Скажу лишь, что, поверьте, мой 30-летний дипломатический опыт показывает и подтверждает, что в этом мире гораздо больше государств, чем те, которые официально пока признали Республику Абхазия. Поэтому в этом вы можете быть уверены. Кроме того, я хотел бы упомянуть, что у нас существует меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики, который был подписан в 2015 году. И это правовой документ, который как раз подтверждает ту работу, о чем вы ранее спросили. Алексей Аркадьевич, вы не раз заявляли о том, что Абхазия для вас это второй дом. Наверное, в такой значимый день для всей нашей страны хотелось бы, чтобы вы, может быть, от своего лица, от руководства Российской Федерации что-то пожелаете абхазскому народу. Спасибо. Вот вы знаете, за что я люблю абхазских журналистов, это за вашу вежливость и за
интересные и приятные для собеседников вопросы. Это бывает не всегда, но в данном случае это имеет место, и зачастую это имеет место. Да, действительно, Абхазия давно стала уже для меня вторым домом. Первый раз я приехал сюда еще в 1987 году, будучи студентом МГИМО в качестве переводчика с финского языка, который потом, правда, благополучно забыл. Вот. А с 2008 года, как раз после признания Российской Федерации независимости, Республики Абхазия, я регулярно приезжал сюда раз в квартал с кратковременными командировками для обмена мнениями с нашими коллегами из МИД Абхазии и службы госбезопасности, поскольку я занимался вопросами безопасности в Закавказье в целом, и в том числе в районе абхазско-грузинской и юго-осетино-грузинской границ. Я хочу пожелать в первую очередь абхазскому народу благополучия, крепкого здоровья. Я уверен, что все вместе, как это подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, однозначно преодолеем нынешнюю болезнь, которая охватила практически весь мир. Вот. И я уверен, что вот начатое при Владиславе Григорьевиче Ардзинбе, при первом президенте Абхазии, государственное строительство, оно с каждым годом будет приобретать все большую и большую позитивную динамику. И, соответственно, это будет сказываться на благополучии, счастье, долголетии, на крепком здоровье, опять же повторюсь, всего абхазского народа. А наша дружба от этого, естественно, будет только крепнуть. Спасибо большое за интервью. Мы очень надеемся, что и в дальнейшем мы будем очень активно сотрудничать с российским посольством. С большим удовольствием и, с вашего позволения, завершу наше интервью моей традиционной фразой «Дара и табуб, шерда амта, апсны урыстелеи».